вами начинаем. Первый падеж. Вообще, обычно в любом языке, это первый падеж, это именительный падеж. Здесь у нас его нет, потому что у него нет какого-то отдельного специального показателя, как представляется в традиционной тибетской грамматике. И мы сразу переходим к следующему, к частицам, которые у нас будут создавать и указывать на несколько падежей сразу. И мы пишем следующую строку после той, которую мы закончили. Может быть, сразу черный возьмем маркер? Плохо видно, да? Плохо видно, да? Есть такая вероятность, что будет плохо видно, да. Ну хорошо, тогда больше не будем покупать черные маркеры. Черные будем покупать. Ой, зеленые не будем покупать маркеры, да. Сура буду на лото. Я не призываю вас запоминать все строки, но вот эту вот сура буду на лото лучше запомнить. Их всего здесь 7 слогов. Все остальное вы можете не запоминать, но вот эти вот 7 надо запомнить. Ну давайте посмотрим, что у нас здесь говорится. Давайте сперва найдем знакомые слова. Давайте, это у нас будет своего рода квест. Каждый отрезок, который мы будем переводить, мы постараемся хотя бы как-то... Все читали, наверное, перевод? Не читали еще? Читали. Читали. Но в любом случае, независимо от того, читали, не читали, будем стараться вспомнить тогда и проработать это для себя. Какие слова мы здесь знаем? Что мы здесь знаем? Вот, дын. Вот это слово мы знаем? Ну да, знаем. Нет, мы это слово не знаем. Смотрите, не путайте, это очень важно. В тибетском языке очень важно не путать слово «нам», показатель множественного числа. И «нам». «Нам» это по-другому еще может быть «намба», а может быть, ну, мы рассмотрим, хорошо, давайте сейчас рассмотрим. Вот «намба» и «намбар». То есть здесь видно, что «нам», значит, начнем со значения слова. «Нам» это показатель множественного числа. «Намба» имеет много значений. В данном случае нам надо знать, что это вид. Вид, класс можно перевести. Другие значения пока нам не важны. Не будем сейчас ими забивать голову. То есть вот это вот «нам» это «намба». Видите разницу? Смотрите. То есть помните, я говорил, что у «са», у Янчука «са», то есть у пост приписной очень часто есть смысл различающая функция. То есть она присутствие ее не меняет звучание, то есть не влияет на произношение, но влияет на смысл. И вот от этого «намба» образуется «намбар». Это наречие. Оно переводится по-разному, но оно значит «намбар» может значить раздельно, иногда может быть значит раздельно, отдельно. Таких значений. То есть значений много, но вот это в принципе, наверное, основное. И посмотрите, как у нас образуется во многих случаях, в будущем вы заметите, что во многих случаях у нас вот эта «ра», кстати, она здесь есть, смотрите, вот это вот она же, вот это вот «ра» здесь, это вот здесь же она же. Вот эта «ра» во многих случаях образуется, участвует в образовании наречий.
То есть, если есть number, то number это уже будет наречие. То есть то, что указывает на то, что это наречие, это вот ра будет. Number, она образует, не указывает, а образует наречие. Я стираю. Давайте тогда дописывайте, я сразу позже. И смотрите, у нас получается, чего-то у нас number dün, чего-то у нас 7 видов. И перед этим стоит такое слово ладен. Дön мы помним, как переводится? На самом деле мы с вами ладен писали это слово. Это у нас где-то в записях есть. Если вдруг кто-то может быстро найти, было бы хорошо, если не может, то ну так. И ничего. Ладен, ден это смысл. Помните, у нас был такой? Ден это смысл. Ла это один из этих, одна из этих частиц. И ладен это название частиц. Название частиц, которые так и называются. Ладен, то есть имеющий смысл ла. Имеющий смысл частицы ла. То есть ла это самое употребимое, часто употребляемое из этих частиц. И вот эти частицы так называются ладен, то есть которые несут в себе или имеют смысл этой частицы ла. То есть все вот эти вот, давайте посмотрим, сколько их. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот, здесь написано 7. То есть вот эти частицы, они называются ладен, их 7 видов. И дальше следует там, кто-нибудь откроет, пожалуйста. Звонят. Сура руда на ладу, ладен на ладу интес. Ин, это мы проходили с вами? Да. Быть, то есть их 7. Ты указывала, помните, у нас уже было? Ты указывал на незаконченность предложения, то есть ты указывает у нас обычно на то, что что-то будет сейчас продолжено. И смысл всего вот этих двух строк будет следующий. То есть вот эти 7 частиц, сура руда тут называется ладен. Здесь не написано, что они называются, но называется, что они называются ладен, их 7 видов. И дальше сейчас будет говориться, ну, предположительно, что может дальше говориться? Да, где они используются и как они прикрепляются, то есть как они присоединяются. С этим есть какие-то вопросы? Вот эту первую строчку, вот это можете не запоминать. Вот это вот можете, бог с ним, не буду заставлять вот это запоминать. Но вот верхняя, первая строка из этого отрывка, сура руду на лату. Надо запомнить вот эти частицы. Сура руду на лату. Их всего 7. Это вот те частицы, которые называются ладон. Вот она, самая главная из них. И если вы в будущем будете писать, я надеюсь, вы будете что-то писать по-тибетски, необходимо знать, где в письменном тексте может ставиться та или иная частица. Ну и когда читаете текст, тоже очень важно знать, что это за частицы, потому что они сами по себе могут иметь отдельное значение. То есть вот ла может иметь значение долины, вот это вот ру может иметь значение рога, ра может иметь значение и рога, и ограды. Вот это су может иметь значение вопросительного слова «кто». Понимаете? Поэтому очень важно знать, что это еще и частицы. Иначе вы можете неправильно перевести текст, можете его просто не понять. Что, собственно, спутать вопросительное слово, например, с частицей. То есть вот это вот надо обязательно выписать отдельно и запомнить, заучить наизусть. Мы с вами познакомились с частицами. И далее... Пусть люди, ну, еще раз пойдем. И далее мы сейчас будем говорить о более интересной вещи. Мы будем говорить о том, где эти частицы используются. И вот здесь начинается уже самое интересное. То есть сейчас мы с вами прошли все эти неинтересные вещи. И мы переходим к падежам. То есть мы переходим к тому, падежи у нас отвечают за то, как одно слово относится к другому, то есть за связь слов в предложении, и мы сейчас уже сможем с вами перейти к каким-то живым, не живым, а осмысленным, более-менее текстом, после того, как пройдем частицы. И вот смотрите, что он мне говорил.
У нас, помните, было слово number? Только что мы его писали. Да. У нас это значило наречие, раздельно, отдельно. Оно может писаться вот так, а может писаться сокращенно. И когда у вас пишется сокращенно, вот этот пар уходит, и к нему все неудобно. И к нему прикрепляется глагол. Как он читается? Слава Богу, хоть кому-то помогает что-то. Почему он где читается? Мы раз 200 уже это повторяли. Нам Е. И как у нас Е переводилось? Мы писали это в разных примерах, мы писали это с субстантиватором. Как это переводится? Ермепу было нераздельнее, а разделять. И, соответственно, нам Е как переведется? Если Е это разделять, а нам это совершенно полностью, то как это будет переводиться? Совершенно полностью разделять. И это тибетское слово для падежа. То есть вот так здесь обозначается падеж. Падеж звучит нам Е. Нам Е. Вот это слово надо запомнить, потому что у нас сейчас оно в тексте будет попадаться снова и снова. Так и будет слово Падеж. Но дело в том, что это перевод с санскрита был. В санскрите там, наверное, как-то объясняется значение падежа. Не знаю, там было покарано. Покарано, но это, видимо, раздел, типа. То есть, как бы, отдельный падеж, это вот. Я не знаю даже, не могу точно перевести. То есть нам еще как совершенно переводить, да? Да, и как совершенно тоже имеет такое тоже значение. Нам Е. И здесь дальше мы с вами... Что это такое? Как читается? Дальше. Что это такое? 4. Давайте переведем. Отлично. Хорошее начало. Дальше. Вспоминайте, смотрите. Что указывает у нас? Вот это на что указывало? Деятель. И еще это указывает у нас на порядковое числительное. То есть получается 2, 4, 7 и. Вот смотрите, вы сейчас сказали и 7. На самом деле, да, он где стоит? Вот если было и 7, стояло бы здесь. И 7. Здесь говорится совершенно другое. Вот это синтекс, здесь говорится 2, 4, 7 и. Вы чувствуете разницу между 2, 7, 2, 4 и 7? 2, 4, 7 и. И что-то там дальше будет говориться сейчас. Чтобы не говорилось. То есть 2, 4, 7 что? Падежи. 2, 4. И как это связать? Вообще, как это связывается с предыдущей строкой? Предыдущие две строки, и как и вот эту вот строчку надо как-то связать. Как они свяжутся? Ура! Ну что, я не могу, что уже цветок молчал. Может, окошко откроем? То есть, соответственно, эти 7 частиц, которые называются ладон. Ладен, помните, у нас там еще стоит частица Т, и говорится дальше, что наменничий дымпадам. То есть, скорее всего, они используются в этих падежах. И дальше говорится, что они используются дени, цикап. Дальше у нас идет знакомое слово.
И знакомый глагол. Кто помнит этот глагол? Я не очень красиво пишу, не достаю его внизу. Как переводится этот глагол? Ставить, писать. В данном случае можно перевести как использовать. То есть там вот у нас было как ставить. То есть там мы переводили это как ставить, здесь мы переводим его как использовать. И здесь, соответственно, у нас получается, что вот те вот 7 частиц, которые называются ладон, они используются, вот он, глагол пришел, видите, то есть вот мы все ждали и ждали этот глагол, вот он пришел, то есть частицы, 7 частиц, которые называются ладон, ладын, ну я немножко на русский лад произношу, давайте лучше чисто по-тибетски будет, ладын, используется где у нас, соответственно, во втором, четвертом и седьмом падежах и в двух частных случаях, которые называются дени и цикап. И дальше стоит показатель множественного числа, то есть он относится ко всем. И помните, вот эта частица ла. Вот, сейчас вот с частицей ла мы сейчас разберемся. То есть вот эта частица ла, она говорит, что вот используется где? В этих всех случаях. Вот это вот, собственно, та самая частица ладын, по которой эти 7 частиц называются ладын. Потому что вот она ла, она самая часто употребляемая. И сейчас нам надо разобрать, что это за падежи, что это дени. Дени, смотрите, д это тот, ни это самый, ну имеется в виду тот самый. Ни это такая, ну дени переводится как тот самый, ни это самый, сам. То есть такая частица, и дени это тот самый. То есть это будет, сейчас мы просто разберем, это будет случай, который называется дени. ЦК переводится, это два одинаковых слова, то есть разные слова с одним и тем же значением. Ц это время, кап это время период. ЦК, то есть они еще указывают, видимо, на какое-то временное значение и так далее. То есть вот эти два случая мы сейчас позже разберем. Сперва нам надо разобраться с падежами. Записали вот это? Сейчас мы разберемся с падежами и потом начнем писать примеры. То есть закрепим это на примерах. Но сперва нам надо разобрать, что это за частицы и так далее. То есть намьениче дюмбадан, дениция, как нам наджу, это заучивать не обязательно. Надо просто помнить, где эти частицы используются. Во втором, четвертом и седьмом падеже. И сейчас мы узнаем, какой это второй, четвертый, седьмой падеж. Вообще в тибетском языке 7 падежей. Ну, в соответствии с тибетской традиционной грамматикой, они говорят о том, что в тибетском языке 7 падежей это калька санскрита совершенная. И здесь говорится дальше, смотрите, намьенниче джумбадан, денице камнанадёс. То есть, первый падеж у нас именительный, второй падеж у нас должен быть винительный. Винительный падеж, и в этом падеже используются эти все частицы, все 7. Дальше говорится, есть такой падеж, смотрите. Это очень странный падеж на самом деле. Он называется гоче. И давайте уже запишем тогда второй тоже. Вот этот вот второй падеж, это четвертый, и вот это будет седьмой. Иногда эти падежи называются по-другому. Я их заучивал таким вот образом, поэтому как заучиваю, так и пишу. Четвертый, первый, Да, но немножко неправильно получилось. Второй, четвертый, седьмой. Вот так должно. Первого я не написал. Первый именитель нам сейчас не интересен. И давайте со второго начинаем, переведем. Вспомним, что такое ле. Что? Действие это у нас было, не помните? Карма. Карма, действие.
И чава это действие. Чава, помните, у нас был глагол, это будущая форма глагола делать. И еще это обозначало у нас действие. Лесу чава. То есть вот тут винительный падеж у них называется вот так. Лесу чава. Ле это еще обозначает, может обозначать, то есть кроме действия, в данном конкретном случае, ле это еще объект действия. У него есть такое очень редкое значение, которое используется только в грамматике. И лесу чава получается действие по отношению к объекту действия. То есть, понимаете? Это вот у них второй падеж. Лесу чава получается, то есть действие по отношению к объекту действия. Ле это в данном случае объект действия. Ну, он очень простой падеж, он в принципе очень понятный. Далее идет четвертый падеж, гоче, го. То есть она смягчается, но иногда в некоторых диалектах она не смягчается. То есть правильно произносить ее г, но очень часто она произносится как го. То есть смягчение не происходит. Это вот почему-то так случилось в нескольких диалектах. И смягчение очень часто не происходит. То есть го произносится. Гоче получается, соответственно, го это необходимость, че это для ради. За необходимостью, для какой-то цели, для какой-то необходимости. Причем во всех этих трех падежах, вы понимаете, да, используется одна и та же частица. Как называется? Что называется? Четвертый падеж. Первый именитель, второй именитель. Вы знаете, я думаю, что его можно назвать дательным. И дальше идет седьмой у нас падеж. Первое слово, смотрите. Тен – это опора. Не – это, скорее всего, пребывать в данном случае. То есть это может значить как существительное место, так и не глагол пребывать. Скорее всего, это пребывать на опоре, пребывать, опираясь на опору. И это у нас местный падеж, то есть он указывает, где что находится. Что значит местный? Где? Нет. Отвечает на вопрос «где?». И вот посмотрите, здесь еще вот один раз нам попался ладон. И вот он здесь говорит, лесу чава, действие по отношению к, то есть, здесь он переводится чуть сложнее, но действие по отношению к объекту действия. И сейчас мы начнем их по отдельности разбирать. Это, в принципе, понятно? Эти три падежа? Название понятно, да? Сейчас мы будем смотреть с вами. Сейчас мы будем с вами разбирать отдельные примеры, чтобы закрепить, потому что это очень важно. Записали? Все? И здесь у нас, соответственно, идет сперва первый. Так, нет, не получится так. Надо сперва написать, как они ставятся. Давайте сперва с этим сделаем. И здесь деница, как на джуг у нас было. Дальше что у нас говорится?
сосу, гава, чак, тар, ту. Записали? И нам сразу давайте будем стараться переводить. То есть это, я надеюсь, что это интересно. То есть вместе с тем, что мы читаем этот текст, мы будем стараться его сами осмыслить, то есть перевести, что это может значить. Давайте посмотрим, какие слова вы здесь знаете. Помните это слово? Что это значит? Сильный. Второй приписной. Это что это у нас? В конце, помните, равно стоит, видите, в конце. И, в принципе, мы знаем другие вещи, но пока не будем. Здесь у нас, смотрите, са это окончание, после него пишется су. То есть, если са у нас, что, чем бывает у нас са? То есть, и постприписной бывает, и приписной. То есть, и после, то есть, если слово кончается на са, после нее пишется, из 7 этих частиц пишется су. Дальше смотрите. После га, ва и чак это даджак. Помните, да? Это вторая постприписная да. После га, ва и второй постприписной да. Вот видите, в конце говорится, то есть после них имеется. Пишется что? Сколько уже разобрали частиц? Как 4? Как 3? 2. Вот это то, что надо будет заучить. Иначе вы не будете знать, как правильно ставить частицы. То есть где, после чего ставятся какие частицы. Когда человек не знает, но в принципе можно выкручиваться элементарным способом, можно везде писать ла. Вот ла, она ставится везде. В принципе, это то, что делают современные неграмотные интеллекты. Они везде пишут ла, потому что в разговорном только она используется практически всегда. И если ты не знаешь, куда ставить какую частицу, ты просто берешь и лепишь ла везде. И главное, то есть это не ошибка, и смысл передает. Но на самом деле, если вы пишете текст, то красиво, когда вы можете, например, поставить нужные частицы в нужных местах. Соответственно, здесь, смотрите, у нас это будет третья, после чего она ставится. После вот этих идущих вперед. Да, то есть получается, она ставится после надо, намарала, ставится ду. Написали? Все написали? Вот это вот самая простая, в принципе, часть в этом отрывке с этими частицами. Мы, наверное, пройдем только эти частицы, сегодня не будем затрагивать никакие другие. Это самая простая часть. Просто за какими, после каких букв ставятся какие другие слоги. Все, это совершенно элементарно. И дальше. Давайте попытаемся перевести. Что здесь написано? Если заканчивается на А или закончаем, то остается Л, выбираем.
Ра и ру. То есть на самом деле он мог сказать и или, но он поставил только одну частицу и. Они может ставиться и ра, и ру. То есть давайте вот сейчас мы напишем несколько примеров здесь, чтобы чуть-чуть стало яснее. Там-то все было понятно, там просто. А вот здесь, помните, у нас было такое слово та. Та это у нас конец или окраина. Теперь смотрите, вот видите, он говорит, после А, или если нет окончания, у нас здесь А. В этом случае может написаться так, смотрите, здесь точка есть. Видите? Может быть написано вот так вот. Тару. То есть в конце или на окраине. И может быть написано, как у нас уже было, несколько раз нам встречалось. Тар. И так, и так. То есть поэтому он говорит, что адан таме радан ру. То есть в случае, если окончание А или окончания вообще никакого нет, может быть написано и тару, и тар. И так правильно. И можно писать как вам удобно. И тару можно написать и тар. Главное не путать, что тару, ру это не фланг и не рог. И тару, ну, это не конечный фланг, там не конечный рог. А тару это. А всегда заменяется, ну то есть если мы пишем ру, то мы дописываем, да? А если Да. это если ра, то есть... Ра пишем, то она всегда входит в слово. Тар. Да. Тара мы не можем написать, только тар. И ру, соответственно, в слог не входит. То есть тру так не будет. Тару тут. Поэтому вы видите, здесь вот ру стоит после точки, а здесь точки, видите, у нас нет. Тар. Она входит в слово. Это понятно, да? Ну это, в принципе, мы уже проходили даже, это не очень сложно. И далее теперь давайте напишем несколько примеров. Шар, ты не знаешь, что это такое? Восток. Очок. Сторона света. Сторона света и вообще любое направление. Чок, смотрите, у нас вместе это прочтется как шарчок, это значит восточное направление. Су вот здесь у нас будет, это будет второй падеж, то есть это вот действие, направленное на какой-то объект или в какую-то сторону. То есть вот этот вот второй падеж у нас используется для указания направления, в частности, помимо всего прочего, то есть для указания направления движения. И джо что значит? Идти. То есть шарчок суджо значит Идти восточно. да, или идти на восток. Вот это что я написал? Идти в Тибет, как прочитается? Пёра Джо. А почему перелачивал, а не перелачивал? Это же бё, а не пё. Или нет? Ну как вам сказать? Вы не присутствовали на начальных наших занятиях и, видимо, не смотрели их. Посмотрите потом. Дело в том, что это не тибетская вот эта па, она нечто среднее между па и па, она не такая звонкая, как в русском, это не ба, это не бела, это пера, она в низком тоне. И да смягчает предыдущий слог, получается пе.
Дальше дательный падеж он. Или еще раз пару. Давайте еще раз. Как это почитается? Как? У меня такой непонятный почерк. Хам сучин. Хам может значить и область Тибете, хам и все что угодно. Хам это может быть и мир, например, то есть бывает и мир камалоки, рупалоки, арупалоки, то есть миры желания, форм, без форм. Но в данном случае это хам, я подразумевал как восточную часть Тибета, хам сучин. Чин это что у нас было? Прошедшая форма глагола, то есть и чин, смотрите, в тибетском языке глагол направление, то есть направление глагола чин и джоб, ну, то есть это один и тот же глагол, разные формы, это вот отсюда туда идти. Понимаете? То есть у нас в русском языке может и сюда идти, и туда идти, но обычно сюда это другой глагол, отсюда туда это другой глагол, два разных глагола используются. И поэтому хам сучин это значит отправляться туда, идти кам. Можно вопрос про Джола Джо, там ду тогда можно поставить? Как? Ну, после да, ду. Так, Можно. Можно, легко. Для этого надо вспомнить, как у нас поется. Сасугава чакарту, мада намарала ду. Вот для этого, чтобы знать, что поставить, надо. Но здесь ставится ду, но чтобы вспомнить, например, вдруг там не это ставится частица, надо вспомнить вот это вот стихотворение. И вот оно говорится сасу, ну здесь легко. После са стоит су. Сасу гава чактарту, мада намарала ду. Ну, надо, то есть здесь единственное, необходимо помнить, что это не разговорный язык. В разговорном языке в 90 случаев из 100, а может даже больше, используется ла. Ду будет использоваться только в письменном языке. Пёду. Написали? То есть с этим, в принципе, понятно. Теперь давайте перейдем к следующему падежу. Это четвертый. Так, это очень странный падеж. На самом деле он трактуется следующим образом. То есть это значит, что эта частица указывает, то есть это падеж, эта частица указывает на падеж, она маркирует падеж, который обозначает необходимость. То есть если я даю, например, коню траву, я даю это для того, чтобы конь ее съел. То есть это вот ради для. Но немножко странно. И когда я даю траву коню, я просто ее даю. То есть, они немножко надумали себе, потому что в санскрите есть такой падеж, в тибетском такого падежа не было. Но так как они калькировали с санскрита, они придумали себе такой падеж. И в принципе, на самом деле, я бы сказал, что нет никакого четвертого падежа в тибетском языке, есть второй падеж, но это спорно. И тогда у них получается, что обвинительный как бы совпадает с дательным, но это не важно. Сейчас не буду путать себя и вас. Сделаем так, как это делали тибетцы в течение более 1000 лет. И вот они говорят, что, например, в таких примерах, как... Что это у нас? Конь или лошадь. Ну и он здесь использует глагол. Вот такой вот. То есть, как я уже говорил, та это лошадь, та-ру это кому получается? Коню или лошади. Ца это у нас будет трава. Джин это глагол давать. То есть, что это получается? Давать лошади траву.
То есть здесь он говорит, что это как бы необходимость. То есть вот так как это приносит, там даже в некоторых грамматиках пишется, что так как это приносит пользу, вот это вот действие приносит пользу объекту действия, то здесь используется четвертый падеж. Ну, на самом деле это все еще тоже. Здесь просто мы говорим, давать кому чему. Не будем заморачиваться тем, что приносит это пользу, не приносит. Потому что если мы даем яд, то это уже не приносит пользу. Так что у нас там другой падеж тогда используют? То есть в Тибете они осознавали это, они осознавали то, что у них система падежей несколько натянута, и у них уже тогда возникали такие вот диспуты, что если ты даешь, например, что-то, что не необходимо и что не приносит пользу, какой-то падеж будет и так далее. Дальше вы видите, наверное, вы кое-что сможете перевести, может быть, кроме последнего глагола, как это переведется? Людям, человеку, Человеку, воду, и джин это тоже давать. Эти два глагола пишутся по-разному, но имеют одно и то же значение. Что хорошо с глаголом джин? С ним хорошо, что у него все 4 формы совпадают. То есть, с одной стороны, это хорошо, не надо ничего запоминать, а с другой стороны, не очень хорошо, не всегда понятно, в каком времени у нас происходит действие. То ли он дал, то ли он даст, то ли дает. Вот если бы у нас было вот так написано, давал, и после этого мы бы могли поставить еще и частицу ту. Потому что то у нас ставится после датары. Ла это что такое? Ну, ла это у нас самая часто употребимая частица. Дальше идут два слова, которые образуют одно слово. Ха это что у нас было? Рот, а лак это у нас рука. А кала это еда. То есть рука во рту это еда. Че это другой глагол, но со значением давать. Даже прошедшая форма скорее дал. Кто дал, неизвестно, кто-то дал еду. Тоже теоретически это четвертый падеж. Самое интересное, что и монголы себе придумали эти же падежи, взяли из тибетского, то, что взяли из санскрита. И все это разные же языки, но вот как-то это перекочевало. Мне дали еду, да? Что? Мне дали еду. Да, но если «на» это я, а здесь у нас дательный падеж, то, скорее всего, мне. Теперь мы перейдем к местному падежу. То есть вы понимаете, что здесь можно понять, что это за частица, какой смысл он несет только по контексту. Никак по-другому здесь понять невозможно. И здесь иногда, в принципе, слагая слова, можно понять, что это написано. То есть, что образует эти словосочетания. А это что такое? Божество. Как у нас писалось в Лхаса? Земля богов, помните? А Кам что такое? Дом, здание. А Кам, соответственно, храм, дом Божий. Это храм, Хакам. А что дальше идет? Есть. Здесь надо очень быть осторожным, потому что тибетские слова, они все-таки такие. Чуть-чуть вам потереплю мозг. Ду, помимо всего прочего, может значить дым. Ду, помимо всего прочего, может значить много.
То есть поэтому надо заучить эти частицы наизусть, и так, чтобы понимать, что вы пишете. Потому что если с натяжкой, конечно, но если сильно-сильно захотеть, хакан дую, это можно перевести и сколько, как много храмов. И можно перевести хакан дую, как много храмов. Если сильно-сильно того захотеть. Конечно, это очень странное будет предложение, но все же теоретически его можно перевести так. И как это переведется по-нормальному, если мы говорим об этих частицах, о частице местного падежа, как это переведется? Как? Существует в храме что? Есть в храме. Ну, имеется в виду, есть. Наличествует, есть в храме. Ну, хорошо, давайте тогда уже будем использовать то, что у нас есть. Первое слово знаете? Индия. Это Гягар, Индия. А дальше прочитайте кто-нибудь один. Ну давайте вот вы прочитайте, что там написано дальше. Угу. Е. Гягарла хаканам е. Что это значит? В Индии много храмов. Где вот здесь много слов? Нам. Нам это значит много? Множественное число. Есть. Это множественное число. Если я скажу люди, имел ли я в виду, что их много? Нет, я просто сказал люди. Множественное число и много. Это не совсем одно и то же. В Индии есть храмы. Вот это правильно. В Индии есть храмы, то есть я не говорил, что их много. Если их больше одного, то это уже множественное число. И, соответственно, если их два, то, может быть, это не так уж много. Даже и три, в принципе, не так много. Написали? Так, ну и давайте вы прочтите. Он не советует идти. В следующий раз садитесь здесь, с той стороны. Одно и то же, а мне будет удобнее. То есть, ну, разницы, я думаю, нет, что ты там сидишь, что здесь сидишь. Нет. Стас читает. Читает. Сак. Сак. Ю. Сак. Сок. 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 Ю. Согю. Сок. Ю. Ду. До. Давайте, вычисляйте, где здесь у нас корень, где там что читается, что не читается. Ду. Сак. Ю. Ду. Я. Як. Так.
Где там ла? Ягма. Ягма? Ман. Что это такое? Ягман. Мам. Ну, давайте я вам подержу, чтобы было понятно. Вот так. Ман. Нет, не Ягман, а Яг. И дальше будем читать. Як. Дальше. Мам. Мак. По. Нет, почему Мак стал? Ман. По. Мампо. Ман. По. Это что это такое? Р. Какая это буква вообще? Р. Я. Это я. Ну, если над ней написать О. Получается О. Не. Я, получается, Ё. Ё, так. И Да, она у нас не читается. как читается? Не читается. Хорошо, как читается вместе все? Она её смягчает, получается Ё. Е. И все вместе? Сейчас вспомню. Вообще, вот это то, что надо делать дома, я думал, то, что вы дома делаете. Ну, давайте, читайте. Как-то сперва прочитаем. Опять сак. Нет, сок. Сок, отлично. Сок. Сок. Ё. Что это прочнее? Да. Если плохо видите, можете подойти ближе. Хорошо. Можете помогать на камеру ручкой. Сок. Ё. Сок. Ё. Ду. Отлично. Сок. Ё. Ду. Йог. Нет. Як. Сок. Ё. Ду. Як. Окей. Лан. Ну, почему не говорите? Ман. Да. Ман. По. Подумайте хорошо, вы уже произносили видео. Ё. Е, правильно. So good, давайте делить будем. Смотрите, ду у нас читаться будет отдельно. So you, ю это страна. А сок это монгол. So good, соответственно, Монголия. Монголия. Вообще это очень странно. Первоначально сок обозначало сагдийцев или согдов. То есть, по всей видимости, знаете, был такой иранский народ, по всей видимости, они приходили в Тибет когда-то. И в Тибете их знали. То есть знали, что есть такой народ. Но затем они исчезли с исторической сцены. И это название, то есть этот этноним стали использовать для монголов. В храме шикарные сардийские росписи есть. Да, Это в этом, в Эрмитаже. в Эрмитаже, да. Ну вот я просто так, ради интереса напишу еще. Есть такое слово. Хор тоже обозначает монголов. Первоначально обозначало уйгуров. Затем уйгуры, видимо, перестали быть активными в Тибете, перестали играть какую-то более-менее важную роль в Тибете. И хор, этот этноним, стали использовать для монголов. Но на самом деле это происходит, я так понимаю, довольно часто. Когда какой-то народ уходит, какой-то приходит на его смену, очень часто используют уже какие-то имевшиеся раньше названия. Так происходит время от времени. У римлян вообще все было просто. У них все были варвары. Они не заморачивались, ни хора, ни весода. Сразу варвар. Все написали? В Монголии много. Ну да, в Монголии много ягов. Яг вы должны вот помнить, вот он яг. Причем надо помнить, что яг это только мужское животное. Манпун. Монгол это много.
Давайте вы все прочитайте это. Яглаца, Так, минуточку, чин, минуточку. яглацан, чин, Джин. 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 Якла, цачин, как переводится? Джин, кушать или давать? Давай. Давать яку, наверное, траву. Да, наверное, Джин, наверное. Да, давай яку траву. А может, дал яку траву, а может, даст яку траву. И я говорил, с этим глаголом непонятно. Написали? Нет. Давайте вы читайте. Да. Нет, давайте будем все читать. Так. Хорошо. Да. Ва. Вы с ним вместе учитесь в каком-то одном классе. Ла, ма, смешались люди, кони. Это ла или ма? Хорошо. Ми, давала. И дальше? Вы все остальные готовьтесь. Нет. Чин. Как это у нас переводится? Какие слова мы здесь знаем, какие не знаем? Давайте постарайтесь перевести. Мы знаем здесь все слова. Я выделю, потому что может быть... Так, отлично, человек. Дальше что это у нас идет? Ищите по записям. Будем заставлять работать нашу память долговременно. Давай, это луна. Давай, это и понедельник, и луна. Но в данном случае у нас будет это прошедшая луна. форма. Да, ну вот за вас все уже перевели. Ми давали чин. Идти. Ну идти или отправляться, или идти на прошедшую форму, значит... Нет, отправляться в настоящее время. Отправился куда? Так, давайте сделаем по-другому. Давайте. Почему Е? Е. Тачуруё. Как это переведется? Ну-ка, только вы. Пожалуйста, не помогайте. Как это переведется? Хорошо, тогда кто поможет? Не вы, кто-нибудь еще? Конь, отлично. Или лошадь. Дальше. Трава. Или вода. Или вода. Или вода. Окей, вода, не важно. Это трава, вода. Конь разберется. Конь разберется, да. Главное ему дать, а он разберется же. Хорошо. Конь. Есть вода. Отлично. Точно вы уверите, что у коня... Смотрите, вы подумайте сами. У коня. Поддержный показатель где он стоит? Тогда после коня. После коня. А у нас он стоит? У воды. У воды. Конь воды. У воды. У воды или... У воды было бы рядом. В воде. В воде. А знаете, как будет дельфин по-тибетски? Как это читается? Ну-ка, стоп, читайте вы. Вот только вот это слово. Давай, Сережа, читай. Чу. Хак.
Чупак. Чу это что у нас? Вода. А пак это свинья. Как переводится? Водяная свинья. Бегемот это у нас водяная свинья. Дельфин это у нас водяная свинья. Вообще любой, кто не вовремя залез в воду. Это они уже в Индии придумали? Нет, нет. Дело в том, что я так понимаю, что чупаги у них были, они это обозначали еще в Тибете. Где же они их там видели? Дело в том, что Южный Тибет, в Южном Тибете он доходил до самого начала. Там водятся носороги, там водится все, что хотите. Но вообще у них любое непонятное животное, живущее в воде, это чупак. Понимаете? Скоро будет новый год микрофон. Ну как теперь вы читаете, что это написано? Вы мешаете, в самом деле, не надо так делать. Так что там написано, Люда? Вот. Вот. Я понимаю, что вы можете меня игнорировать. Прямо вот и спрашивать, где? После того, как я написал, и все, я покажу. Опять Чу, так, отлично, дальше. Руссу, что ли? Нет, почему Руссо? Это что это у нас? Это У. Нет. Так. Россия? Нет. Ра у нас подписная читается? Нет. Си? А вот это что это? Си? Чусин. Чуси? Чусин. Син это демон. Чу это морской. Чусин это морской демон. Морской ракшас, так сказать. Ну, по всей видимости, крокодил. Чусин это то, что часто переводили, ну не часто, а всегда переводили с санскрита. Это перевод слова макара. Макара говорят, что это крокодил. Так вот это вот чусин, это крокодайл. Что же они его оценивают? Зубастый больно. Да. Все? Записали? А Макара? У нее какая-то семантика есть? Да, конечно, этимология, конечно, должна быть, как-то должен знать что-то, без понятия, не знаю, макара, не знаю даже. Туловище, крокодила, голова. Да, не знаю, не знаю. Ну, давайте, следующая жертва будете вы. Что я здесь неправильно сделал? Я не успела еще посмотреть, у меня записали. Знаете, через какое-то время я буду спрашивать, где у меня здесь ошибка? И вам надо будет исправлять. Такла шаме. Ща. Щахне. Такла, щами. Что это значит? Ну, щами это мясо нет. Так, мяса нет, У хорошо. кого-то нет мяса. У кого нет мяса? Так это тигр, наверное. Тигр. У него нет мяса. Тара, щами. У тигра нет мяса, это вот очень по-советски так. Сидит, значит, за решеткой. Ну да. Ест пареную рыбу. Не успели записать? Я напишу заново? Это окончание. И это современное совершенно значение. Что может еще, как вы думаете, значит щаме, если это одно слово? Что-то без мяса. Вегетарианское. Вегетарианское. Теперь смотрите, если я напишу вот так, не читайте, пожалуйста, мы потому что делаем это не колхозом. Мы делаем это капиталистически, индивидуально. Читайте. Что здесь написано? Щаме. Ха. Лак.
Ну, здесь вот лучше К вот это не читать. Кала будет. Кала. Ой, вы слышите вот это? Кала. Можете читать и как калак, но вы тогда звучите как из ладака. Лучше кала. Что это такое кала? Еда какая? Из мяса. Из мяса. Без мяса. То есть какая это еда? Вегетарианская. Так это то, что я прошу обычно, когда прихожу в какую-то тибетскую кафешку. Я первое, что говорю, шаме кала. Т в данном случае читается как В. Так получается произношение. Шаме кала, йобе. Йо, что это у нас? Есть. А П, который читается как В, это вопросительная частица. Что? Вегетарианская еда есть? Есть ли вегетарианская еда? Есть ли еда без мяса? Я чуть-чуть приоткрою, потому что сейчас я боюсь, народ начнет падать. Как с самого пола беспокойство. Вот этот вот он есть, он где? Вот в этом. Я просто написал его сверху. Потому что не хотел писать снизу. Можно тогда я напишу? Да, пишите. Я специально оставлю. По прошлому примеру вопрос в чем заключался? То есть вопросительные частицы это вот последний П? Да. Так. Александр, вы еще не читали у нас же, да? Давай, Саша, жи. Тадам, як, юн, извините, сокюль. Почему мягкое? Почему смягчение происходит? Сокюль, Угу. сокюль, ду, Почему мягкое смягчение Ду. происходит? Ду. дум, да. Ду. Вспоминаете, что у нас читается, что не читается, и какой тон. Давайте. Это то, что нам надо делать. Гюк. Гюк. Тадам. Я согюрду гюк. Значит, что-то там кони и яки. Кони и яки или конь и як. Здесь есть. Да. Здесь на самом деле, я уже говорил, что очень часто в тибетском языке не указывается множественное число, так что здесь могут быть и кони, и яки, и один конь, один як. Здесь нет никакого показателя, на который бы нам на что-то указывал. Дальше. Хочу в Монголии кони и яки. Юг — это глагол бежать. Теперь, как это можно перевести? Сколько здесь может быть возможных переводов на вскид? Нет, не в этом отношении. Так, могут бежать по направлению к Монголии. К Монголии, да. А могут бежать в Монголии. В Монголии, да, и к Монголии. И к Монголии. В данном Здесь- случае лучше звучит к Монголии, наверное. Да, вот здесь просто вот это «ду», вот это одна из проблем с этой частицей. Не всегда понятно, что она значит. Здесь по смыслу может быть так, что они бегут и к Монголии, и в Монголии. А можно сказать, что в Монголии бегают кони и яки? Бегут. Бегают это уже. Ну, бегают или бегут. Можно, да? Да, можно. Мы же только что это обсудили.
Все написали? Вот эти все слова, которые мы сейчас пишем, пожалуйста, выпишите и запишите. Я специально строю предложения из одних и тех же слов, чтобы мы их запомнили в конце концов. И здесь добавляется пара всего-навсего новых глаголов и новых слов, в частности, вот Монголия, Индия. Скажите, как их проще запоминать, эти слова? Писать. Нет, Надо писать писать. вот те буквы, которые не читаются. Мы записываем, но они не читаются. И как их запомнить? Надо снова и снова их писать, смотреть правила чтения и читать для себя. И снова писать, и снова смотреть правила чтения, и никак по-другому. Давайте, вы почитайте. Да. Нет. Яках, дан, пюрла, Угу. ми мандо, Ман. Не ман. Ман. ман, Ман. ман. Угу. Вы просто прочитали ман не так. Ман, да, там не не. Там ман. Манбо. Манпо, Угу. йодо, Ага, е, до. йодо, Здесь не, мягче чуть-чуть. Е. йо, И нижний тон. Е, до. йодо. Кяга там пела. Ми мамбу е, до. Как переводится? В Индии и в Тибете Так. много людей. Йодо. И просто это указание на окончание, на окончание какой-то части. Ну, хоть один в этом всем плюс, что мы с вами быстро будем писать, я чувствую. Я не знаю, как быстро мы будем читать, но по письму вы, видимо, всем дадите фору потом. Самое интересное, что если вы не сможете, то есть если вы не будете правильно читать, то вы будете писать то, что не умеете читать, и будете с трудом переводить то, что практически не умеете читать. Вот это будет, конечно, номер. А потом мне будут говорить, это твои полуфабрикаты? Да мы не будем Быстро признаваться. Я представляю, как вы будете с тибетцами общаться. Скажи, нет, я лучше напишу. Все, нет силы. Истерика? Смотрю, у вас живое воображение. Давайте. Так, зададимся вопросом. Что такое гянак? Гянак это Китай. Да, у нас гягар это Индия, гянак, нак это черный, это Китай. И в свое время бытовал такой термин, сейчас он исчез. Как это переведется, кто-нибудь знает? Сэр, что это значит? Желтый, гясер. Гя это значит обширный, широкий. В слове гар говорится, что... Вот смотрите, я напишу, чтобы было понятно. Смотрите, в слове гягар гя обозначает широкий, обширный. Гар, говорит первоначально, это значил белый. Но там по созвучию оно поменялось и стало произноситься как гягар. И значит обширный белый, обширная белая страна это Индия.
Ну, есть такое даже в некоторых текстах говорится о том, что там большинство людей ходят в белой одежде, и поэтому вот обширная и белая, имеется в виду, где большинство населения носит белую одежду, это вот Индия. Ну, это такое, какая-то, скорее, народная этимология, гягар. То есть это Индия. Гянак, нак это что? Черный. Гянак получается обширная черная. Ну, говорят, что в Китае большей раньше частью люди носили черные цвета. В самом деле в Китае это темные цвета, это цвета скромности, так называемые. То есть коричневый, синий, черный. Поэтому у них монахи носят большей частью такие цвета. Ну, то есть традиционно было, что вот они носили такие цвета, сейчас, правда, носят какие угодно. И гясер, сер это желтый. Говорят, что при 13-м Далай-Ламе так назвали Россию. Обширная, желтая. Почему желтая? Ну, теоретически, для многих азиатов, для, например, европейцев и индусов тоже, все европейцы имеют желтые волосы. Госерков. Да, госерков, собственно, так называют иностранцев, желтоголовые. Госер, даже говорят гопсер обычно. Госер это желтоголовый, и гясер, соответственно, обширная, желтая, то есть, по всей видимости, обширная, где люди живут русые, с желтыми волосами, это Россия. Если сказать сейчас тибетцам, большинство из них не будет знать. Это термин Старинное название. он не то, что старинный, 13-й Далай-Лама, это был в начале 20 века, с тех пор, видимо, не используется. Как-то он не прижился по сути. И как это переведется? Китай из Тибета. Много людей отправилось в Китай и Тибет. Из Тибета, да. А как прочитается? Гьяна, Дан, Хёла, Ми, Ман, Пол, Чин. 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 С придыханием чин, там не джин, чин. Угу. Написали? Боже мой, одни и те же слова же, ж. Давайте, читайте. Киямат, мат. Точно вы уверены? Нет. Если это мат, Не. что здесь будет корнем? Есть такая у нас приписная? Так. Так, и как читается? Кияман. Так, минуточку. Что-то вы совсем начали путать. Это гья, дальше. Я, наг. Наг, Наг. Я, наг. дальше как читается? Если у нас корень та, то как это будет читаться? Помогайте. Та. Окей. Ла. Как вместе? Киямак. Так, дальше что? Знаем это слово? Знаем, писали мы его 100 тысяч раз уже. Что это значит? Как оно читается? Нет, дальше, что это? Угу, я смотрю, уже тетрадки полезны. Давайте, полезем тетрадки. Вы думаете, это океан? Во-первых, точно Гяцо? Вспоминайте, что не так здесь? Что неправильно в этом прочтении? Гямцо. Гямцо. Почему гямцо? Называется из-за ма. Правильно. Так, дальше. Я не знаю, вот эта часть, вы как читаете одинаково.
лак вот эти СМА, вот здесь было О, у вас тоже О, вы как-то, вы общаетесь где-то вот отдельно вот так вот, неправильному чтению или что у вас происходит? Или у вас сговор какой-то? Все вместе? Киана, Кианактала, Кианцо, я. Окей. А как переведется теперь? Есть озеро? На крайнем Китае есть озеро? Так, это не озеро. Вот озеро было просто Цо. Я это обширное озеро, это море. Ямцо, я говорил, это море. Можно перевести как океан, но лучше сейчас пока будем это переводить как море. Понимаю, что местами это можно переводить как океан. Да, на окраине или на конце Китая есть море. За вас кто-то выполнил работу, видите сейчас? Так, давайте дальше напишем. Давайте, читайте. Угу. Ну, угу, точно, ну. Угу. Я смотрю, вы, наверное, вот из этой группировки. У нас здесь и так. Угу. Отлично. Так. Точно Чан? Окей, почему Чен? Окей, дальше. Ин. Йо. Йом. Ин. Переводим. Что это у нас, чупак? Это пусть это будет бегемот. Бегемот это у нас. Ну, если хотите, можете вести как мокрая свинья, конечно. Можно водная свинья. Бегемот. Что вот это нам помогает? Что такое? Отлично. Так. Сэмджен проходили это слово? Сэмджен проходили мы это слово. Сэмджен это живые существа. То есть обладающие сознанием это живые существа. А ин что значит? Являться. Быть. И как это переведется? Все? Написали все? Да.
Что это? Давайте лучше. Откуда же я сам? Ну, Геосфера у нас что это? Россия, она написана здесь уже минут 15 или последние полчаса, наверное. Не будем с нее начинать. Соответственно, исключением. Ага. Отлично. Я все понял. У нас здесь две фракции. Значит, вы левая фракция. Хорошо. Ма. Вы уверены, что это ма? Можете вот пообщаться с ребятами. Йоу! Йоу! Деда Мира Камба, йоу! Может, по-другому прочтем? Не йоу, а как-то попроще? Ну то можно и так. Слушайте, вы точно где-то все вместе тусите. Я все понял. И, видимо, потом договаривались с группами, неправильно читать и портить мне нервы. Так, еще раз, есть еще одна попытка у вас. Иначе я обращусь к залу. Йо! Вот. Дедам мина тала камбай е. Е. Вы слышите, как я произношу? Е. Запоминайте, это вот так произнести. Е. Что это значит? Давайте, какие слова есть знакомые? Отлично, хорошо, уже сколько их? Раз, все, кончился. Что еще знаете? Не мешайте, не мешайте, в самом деле. Я очень рад, что вы знаете, но вы сейчас не помогаете совершенно. Так, это что это? Посмотрите у себя в предыдущих приложениях. Ну хорошо, кто поможет? Что это? Человек. Где что это? Александр? Владыка. Владыка. Деда Мила. Получается что? У владыки и человека. Так, у владыка и человека, это что за русский язык? У владыка и человека. У владыки и человека. Уже какое-то одно слово получается. У владыка. У владыка и человека. Что мы, изучая тибетский, через какой-то... Мало того, что забудем русский, так еще перейдем на междометие у владыка, йо, человека и... Слушайте, давайте уже как-нибудь вменяемо к этому подойдем. Итак, кто помогает? Владыка, человека. Что там дальше? В конце как Так. дом. Дом. И что с ним? А теперь все нормально переведем. Ну, одним хорошим предложением. Дом есть и О, не надо так переводить, не надо переводить. Дом есть и у владыки, и у человека. Нет. Здесь этого не написано. Здесь были бы частицы специальные, которые говорят, что и дом есть и у человека, и у собаки, и у владыки. А у меня все еще общага, нет ничего. Нет. Здесь говорится просто, что деда мира тара камбае. У человека, у владыки и человека, где-то там в конце на окраине, что есть? Дом.
Не держите себе, это хорошо. Я понимаю, психологическая разрядка. Так, давайте, что здесь написано? Да. Ханпа, нак, у, Так. йом. Так, я вот третья группировка. Здесь был. Ин. Что это значит? Дом, нак, нагов. Только что проходил, посмотрите, продолжать. Есть? Конечно, я смотрю, вы находчивые. Что? Посмотрите, только что писали. Черный. Черный. Как мы писали в Китае? Что это у нас значило? Обширный черный. Это что это у нас? Черный. Хамбан на ин, значит, как перейдется? Нет, не черный дом, а дом черный. Угу. Потому что здесь ин стоит. Дом черный есть, то есть дом есть черный, то есть этот дом черный. Здесь нет этот правда. Что же там, смеялись, не писали? Давайте, читайте. Угу. Ясер ла ми нак по данцер по дан кар по йо. Yes. Правильно. Как это переводится? Что такое гесер? Россия. Так, дальше. Человек. Точно сразу человек. Ну, в России человек. В России человек. Так, Черный так, и желтый так, и белый так. есть. Ну и, наверное, человек в каком числе стоит поставить? Что? Люди. Люди. То есть в России есть и черные, и желтые, и белые люди. Ну и чего? Ну, Ну, на видео По потом видеозаписи запишите. можно. быстрее надо Ну, писать. куда вы будете? Фух. Так, да что же написать-то еще? Что, какие слова мы тут проходили с вами? Проворон, прорыв. Про оленей. Какие? Что же еще показать? Чтобы просто вас не перегружать. Что еще? Дерево. Дерево еще показать. Отлично. Цифры проходить. Давайте, читайте. Что здесь у нас? Шин. Щи. Шин. Дан. Ша. Ща. Ша. Да. Дан. Угу. Там. Ну такая
наверное, чуть-чуть не совсем там. Там. Так, сейчас мы узнаем. Какая у нас согласовка гласная? Отлично. Значит, как это будет читаться приблизительно хотя бы? Джон. Отлично. Смягчается там? Да. Тогда как будет? Джон. 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 Джон Фо. Фо. Джон Па. Джон Па. Ман По. Мампо. Что это значит? Мампо? Нет, точно не человек. Много. Отлично, вот вам подсказывает из первого ряда. И дальше глагол, который уже был. Ю правильно прочитали. Ю правильно прочитали. А что значит? Идти. Нет. Похоже, но не идти. Бежать. Отлично. И что у нас бежит? Много бежит. Так вот, ну, давайте перечислим, кто бежит. Я чувствую, у вас этот ряд весь находчивый. Не сказать хитрый. Так что же у нас бежит? Так, Чин что такое? Чин что такое? Что это такое? Что это? Дерево. Дерево. Дальше что? И. Только что было, смотрите, в предыдущих приложениях. Что? Мясо. Мясо. Дальше. Как у нас с вами текст называется? Владыка. Это называется владыка чего? Деревьев. Деревьев. Так это владыка или деревьев? У владыка это. Конечно, это у владыка. Так что это у нас? Это владыка или деревья? Деревьев. Деревья, дерево. Дальше. Вам, по-моему, подсказывали. Я уже забыла. Подскажите еще раз. Много. И кто одним предложением? Но мясо где-то не делаем. Деревья, мясо и деревья бегут. Мясо и деревья бегут. На самом деле, правильное предложение. То, что оно не соответствует действительности, совершенно другой вопрос. Предложение правильное, надо было прочесть и перевести. Деревья, мясо, деревья много. Многие бегут они, да. Видите, вот что значит? Нехватка, да, нехватка словарного запаса. Хочется поговорить, и с тобой закончится. Давайте, читайте. Дала, дан, ми, Дала там, ага. ми, Вместе. мар, А вместе? дала, дан, ми, Нет. Вместе я имею в виду предыдущий слог и следующий. ми, мар. Да, отлично. Мар, ла, хата, джин.
Как переводится? Давай, понедельник. Давай. Так. И Мигма. Мигмар как переводится? Буквально как переводится? Красный глаз. Красный глаз. Да. Это значит, У нас с вами такие очень философские тексты. Явно здесь без Хайдеггера не обошлось. Понедельник и вторник. Так, понедельник и вторник. Конь. Так. Ходит, бегает. Говорит, что ли? Красными глазами. Понедельник и вторник. Мариш, ты даже меня пролил, боже мой. Конь дает. По понедельникам. Ну, вообще, я писал, что день как глагол давать в будущем времени. Давай до мимо, да один, то есть как там все что. Дам коня в понедельник и во вторник. Ну пусть бегают. Понедельник, вторник. Можно перевести? Как? А можно перевести так, что кони дает красный глаз в понедельник? Там было... То есть Не получится. красный глаз и в понедельник. Не получится? Не, ну я понимаю, что после того, как у нас мясо побежало, он может дать и красный. Все, останется, черт его. Ну просто там стояла частица «и», соединительный союз. И получается, в понедельник «и», там еще «ла» стояла, то есть уже обозначается объект действия, то есть там вряд ли получился бы такой смысл. Давайте сейчас еще напишем одно или два предложения, и мы уже пересидели чуть-чуть уже раз. Давайте, переводите. Мне Да? Не бойтесь. хорошо, Алхаса. Мгм. Там раздельно, да? Да, раздельно. Нет, вместе. Что раздельно? Что вместе? После кя есть точка, просто не Есть. вижу. Есть, естественно. Когда кя... Нак. Мгм. Нак это черный. Так. А гянак что это? Гянак Гянак. Китай. Отлично. Ла... Ой-ой. Ё. Е. Ё. Е. Ё. Нет, губы вот так вытягиваются. Е. Ё. Е. Низкий тон там. Е. Ё. Е. Ё. Ну не ё, а е. Там мягкое. Е. Ё. Вот, да. Там е. Не ё, о, а е. Ё. Е. Ё. Ё. Хорошо. Ё. Я понял, движение крупного. Окей. Дальше что? Па. Па? Пе. А что значит пе? Точно есть? Вы есть хотите или просто чего-то есть? Это вопрос. Это вопросительный, это показатель вопроса, это вопросительная позиция. И как читается все вместе, если быстро, нормально прочесть? Хаса. Нак. Ла. Ё. Или юбе. Ё. Ну и е скорее там будет. Как это переведется? Что-то в Китае. Хас в Китае. Хас в Китае есть, то есть, ну, хас это в Китае. И как вы думаете, у хас это в Китае? Нет. Не думаете, это в Китае? Ну, тебе это в Китае, по-другому. Именно получается, хаса в Китае есть, а Да. в Китае хаса есть. Это так нельзя. В Китае у хаса есть, тогда было по-другому.
Читайте. Гякала хасайо. Гягана? Гянатла. Гянана. Хасайо. Ясаю, да? И как перейдется? В Китае хасу есть. Не вопрос. Нет, в Китае хасу есть. Да, в Китае сразу. Давайте, читайте его. Да? Да. Чу, дан, ка, лек, Почему лег? лах, Кала. Помните, я говорил кала? Вот она, кала. Чудам, кала. кала, ман, п, Мампо, почему придыхательно мампо, без мягчения? мампо, Мампо. сол, Так. Нет. Какая-то без огласовки. Что это стоит? я, Это я. Это не а, это я. Юн. ю, Извините, что? Юн? Да. ю, ла, ле. Нет, это не ле. Это третья группа. Мы читаем это по-разному. Ю, ла, е. Е. Вот. Как это переведется? Давайте попытаемся. Я могу здесь идентифицировать только дан, но Так. это слово я в любом языке могу идентифицировать. поэтому- Нет, у нас эти слова все сегодня были. Мы все сегодня их прошли. Чу, что такое? Вода. Дальше и. Дальше что? Неправильно. Рука во рту. Вода, еда. Дальше? Много. То есть много воды. Еды. Отлично. Монголия. В Монголии есть. То есть, видите, как оно строится? Много воды и еды в Монголии есть. А не так, что в Монголии есть много воды и еды. Чуть-чуть, это чуть-чуть все-таки по смыслу небольшая разница есть. Написали? Так, сколько у нас еще осталось человек? Двое же, да? Трое. Давайте еще 3 предложения напишем и на сегодня уже. Сейчас я напишу очень короткие какие-нибудь предложения. Давайте, читайте. Так. Так, Акпо, дан як Накпо, дан Чупак, Серфо, Им. Как это переводится? Лошадь, белая лошадь и черный як и бегемот желтого цвета существует. Ну, не существует, они являются. То есть, ну, где-то получается, что лошадь белая, як черный и бегемот желтый. Бывают желтые бегемоты? Кто ж не знает? Водяная свинья.
Да, водяная свинья желтая. Ну там, где у нас бегает мясо, почему-то не желтым бегемотом. То есть оно охватывает все виды. Да. Вы не успели написать, да? Привыкайте. Привыкайте, да, это Спарта. Читайте. Читайте вы. Гиана, там Ари, Ла, Вирсвоме, Чего нет? Чего мне? Име, Нет, до этого. Мирпо. Гелпо. Гелпо, да. Ганада, Арила, Гелпо, мне. Как переводится? В Китае и Арила, это язык. Арила, ла это поддержанная частица, а Ари на что похоже? Какая есть страна похожа на Ари? Это Иран. Нет, это Америка. Америка. Неожиданно? Вот так вот он неожиданный. Тибетский язык. Ари это Америка. Америка, мне пропало просто. Ари. Нет царей там. Нет царя. Нет царя, батюшки. Ни в Китае, ни в Америке. Вот какое предложение? Можно перевести по-разному. Можно перевести, что вообще, как общий факт, такое общее знание, что в Китае и в Америке нет царя. А можно перевести, что вот того самого царя нет в Китае и в Америке. А есть он только где? Нас пишут, да? Все нормально, в интернете. Да. Все, стираем. Так. Попробуйте, попробуйте. А где вот там девушка сидела? Бежала. Хороший метод. Ясно. Так, ну что ж, давайте прочитаем все вместе, и это будет на сегодня у нас последнее предложение. Гелпо. Гелпо. Мампо. Да. Тада. Як. Мампо. Е. Как это делается? Много коней и я. Так, минуточку. Погоди. Мамбо что значит? После стоит каких слов? После двух. Ялпо мамбо значит? У многих царей. Нет. Ну вообще-то да, придется перевести так. Имеется в виду у многих царей. Пусть будет так. Хорошо. У многих царей, а также? Что? У многих царей что? Коней яков много. Есть, да. Есть. У многих царей есть много коней и яков. Самок яков ни у кого сегодня не было. И в честь того, что, чтобы вы знали, кого-то изгоят в Тибете, как это читается? Ди. Это глагол писать, и это в конце концов самка яков. Вот так она пишется. На этом замечательном слове
незаменимым для нашего дальнейшего изучения тибетского языка. Давайте сделаем по быстренькому подключение заслуг.